Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для человечества темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, потому что говорить мы будем сегодня большей частью не про Украину, а про страну-агрессора. Это потому, что сегодняшний наш гость Саша Сотник, известный блогер, журналист. Привет, Саша. Приветствую. Ну, Рад тебя. взаимно. Я коротко представлю, не все зрители АТР, как в оккупированном Крыму, так и на свободной части Украины, знают, наверное, тебя, хотя у тебя самый популярный, пожалуй, русскоязычный, на самом деле оппозиционный YouTube-канал, называется «Сотник ТВ», можете забить, посмотреть. И этот канал, который делает новости каждый день про жизнь в Русском Рейхе. И, ну, как бы, если вас интересует действительно правда, то вы можете с ней знакомиться регулярно. Но благодаря тому, что Александр делает такой канал, он не живет уже давно в России, в Москве. Живет в городе Братислава, столица Словацкой Республики. Все я правильно доложил? Абсолютно верно. Все правильно, да. Скажи, пожалуйста, это правда, что на твой YouTube-канал совершаются нападения каких-то троллей, ботов, и что это огромная проблема с распространением правды о том, что происходит в России, на просторах даже YouTube, не говорю про там Facebook и все остальное? Дело в том, что я не могу выступать с конкретными такими мощными обвинениями, да. Я могу только сказать о том, что у меня существуют серьезные, очень обоснованные и подтвержденные подтвержденные наблюдениями в течение 1,5-2 лет, в общем, подозрения насчет того, что русский офис YouTube плотненько сотрудничает, собственно, с русскими фашистами, со спецслужбами и препятствует функционированию нашего канала. Я думаю, что они препятствуют функционированию многих каналов, но наш канал им не мил особенно. Я думаю, по нескольким причинам. Во-первых, как мне доложили, меня называют в мэрии Москвы, меня называют фриковатым отморозком, с которым не договориться. То есть я не играю в договорники. Во-вторых, и они бы, может быть, с удовольствием бы со мной попытались о чем-нибудь договориться, но понимают, что это бесполезно. Это, конечно, их дико раздражает и огорчает. А с другой стороны, особенный, скажем, накат на нас начался после того, как мы полгода назад запустили новости. Новости в прямом эфире каждый день, новости без пропаганды, новости как таблица умножения, как факт происходящего в мире и в стране. И когда они поняли, что... Я сказал, что таким образом мы, в принципе, можем без единого выстрела опрокинуть останки. Они поняли, что это действительно возможно сделать с современными технологиями. И на это совершенно не нужно тратить миллиарды и миллиарды долларов. Достаточно собрать серьезную команду, подойти профессионально к решению задач, и, собственно, все реально. Ну, это, конечно, не $2 стоит, безусловно, там, и не 10 тысяч долларов в месяц такое вещание. Но, в принципе, это сделать можно. И мы приступили к этому, начали это делать. После этого, конечно, на нас стали наезжать, начали скручивать наши там просмотры, стали... Я думаю, что они пошли по такому пути. Во-первых, мне давно уже сказали, что никакой Пригожин нашим каналом не занимается. Это не его тема. Нашим каналом, конкретно нашим, а возможно, кстати, и вот твоим, Уждабаевским каналом, занимается ростовская фабрика троллей под руководством некоего такого Игоря Ашманова. И вот этот вот Игорь Ашманов, да, тебе ни о чем не говорит это имя? Нет. Так вот, этот Игорь Ашманов, он очень интересный человек. Очень интересный. Во-первых, его жена Наталья Касперская. Да, она родственница того самого Евгения Касперского. И они занимаются непосредственно интернет-делами. В марте этого года господин Ашманов
был награжден почетной грамотой лично господином Путиным. А его жена была награждена аж целой медалью. В общем, они подходят к этому делу профессионально. И у меня есть такое подозрение, что русский офис Ютуба, точнее, может быть, там человек или группа лиц, имеющих доступ, в общем, к рычагам на Ютубе, они помогли, скажем так, российским властям поставить на мой канал некий специально написанный скрипт, в результате чего наш канал практически в России не виден. Очень многие его не видят, не имеют доступа к материалам нашего канала. Очень часто на материалах нашего канала выскакивает просто такой черный экран. Автор ограничил доступ к видео, или автор удалил видео, или подтвердите, что вам 18 лет. Прямо как напор на канал, ей-богу. В общем, это такая комплексная работа идет для того, чтобы нашего канала как бы не существовало. Но тем не менее мы есть, тем не менее ищите нас и обрящите. И у нас на канале всегда очень интересно. И Айдер Муждабаев у нас тоже, кстати, бывает. Саш, И будет еще. Саш, скажи, пожалуйста, вот многие зрители в Украине и в оккупированном Крыму, конечно, не профессионалы, не разбираются в тонкостях вот этих YouTube. А сейчас YouTube все более значителен для формирования общественного мнения. Именно поэтому такие атаки тролли идут, и все это профессионально. Это война настоящая. Да, это война. Да. А почему, допустим, господин, ты находишься в Братиславе, да? Ты бежал фактически из России. Я правильно понимаю? Но нам не оставили никакого другого выхода. Да, мне сказали, что... Либо тюрьма, либо все, либо уезжай, правильно? Мне даже моему новорожденному сыну, он не успел родиться, ему уже стали угрожать. Ну что? Причем я даже никому не сказал, что у меня сын родился. Стали приходить письма. Ну, я понял, то есть выдавили из страны. А есть такой, допустим, русский либеральный блогер Дудь, которого в Украине очень многие люди смотрят и говорят, вот он, голос правды в России. Этот канал свободно транслируется, нет никаких препятствий, рекламируется свободно везде. Дудь имеет офис в центре Москвы, является, по-моему, замредактора такого официального сайта спортивного Sports.ru и так далее. Почему у него так, а у тебя так? Вот с чем это связано? Сейчас скажу, что я дико ему завидую. Я вообще завидую. От Трампа до Дудя. Давайте сразу же это вот обозначим, да. Но это тролли так говорят. Да он завидует, он Навальному завидует, он Дудю завидует, он всем завидует. В общем, завистливый человек. Значит, если... Понимаете, дело в том, что можно сколько угодно называть себя оппозиционером, да, и пытаться с ними договориться. Если ты начинаешь пытаться договариваться с фашистами, ты становишься фашистом. Поэтому я для себя лично несколько лет назад обозначил такую позицию. Либо ты с фашистами, либо ты против них. То есть ты становишься антифашистом. Господин Дудь, к большому сожалению, играет в такую игру договорняк. Я сейчас вас буду критиковать и создавать иллюзию, что у нас есть такая оппозиция. Оказывается, можно иметь другое мнение в нашей такой зигующей пещере. И очень многие люди начинают в это верить, к большому сожалению. Дудь — это такой, как бы сказать, это такой Владимир Познер для молодежи. Это такой спецпропагандист, апгрейднутый для тех, кто хочет что-то свежее, современное. Ну вот для кого-то Навальный оппозиционный политик, для кого-то Дудь оппозиционный журналист. Естественно, ему не будет вставлять палки в колеса, потому что он не угрожает системе. Он не антифашист. Он с ними. Он играет в их фашистские кубики, в их игры. И он им подыгрывает. Да, в том числе и в деле создания иллюзии некоего плюрализма мнений. Никакого плюрализма там, конечно же, нет. Никакого плюрализма. Более того, у господина Дудя, естественно, это удачный очень такой фашистский бизнес-проект, внутри фашистский. Он очень успешен
в него вкладываются деньги, к нему идут рекламодатели, YouTube с ним с удовольствием сотрудничает. Это Сотник ТВ неудобная штука. Неудобная. Они очень жалеют, что когда-то вообще проморгали такого персонажа. Потому что мочить надо было в зародыше. Так, ты этот зародыш как-то советов не давай им насчет мочить. Вот. Но они уже поняли. И на самом деле поняли, да, конечно, я не буду им давать советы, понятно. Вот. Но они очень жалеют, что в зародыше это дело не задушили. И теперь вот развился, и теперь надо как-то с этим жить. И не доберешься. Саша, уехал, сами вы. Саш, молодец, что уехал. К нам через пару минут подключится Илья Пономарев из Соединенных Штатов, из города Вашингтона. Я хочу, чтобы мы вместе обсудили шансы Трампа и Байдена на выборах, да? Вот. А сейчас у нас, пока Илья не подсоединился, еще звонок в студию. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Саше Сотнику. Добрый день. Я вам обоим. Я Алтын Йылдыз из Риги. Я раньше наблюдал за творчеством Каспарова. Ни разу не слышал от него, что нужно упразднить Россию и русский мир. Он желает его подправить, чтобы там могла бесконечно долго убивать и пытать людей, сжигать тайгу, загрязнять... Но у меня в гостях не Каспаров сейчас. Нет. Я вам обоим. Вы же оба знаете такого деятеля. Ну, и радиация. Он нормальный русский император, такой же, как Ходорковский и Навальный. Неудивительно, что он так ненавидит Соединенные Штаты, что желает им хоть Байдена, хоть Сталина, хоть Ивана Грозного и допускает самую мерзкую ложь, лишь бы не было Трампа. Хороший шахматист не обязательно умный человек. Я понял, вы за Трампа, я понял, что вы за Трампа, и это вы высказали свое мнение. Спасибо. И за свой народ, и за свою страну. Спасибо за реплику. Да, но я не думаю, что стоит комментировать. Человек высказал свое мнение о том, что по его мнению, Трамп должен быть президентом. Вот же сами люди по всему миру обсуждают, и в том числе и в разных странах. Скажи, а в России как-то топят за кого-то? Ты вот наблюдаешь, ты же новости каждый день делаешь? Конечно же, в России очень внимательно следят, по крайней мере, во властных структурах и в Госдуме. Там все хвостики напрягли очень сильно, так смотрят, так усами шелестят. Кто там будет в Соединенных Штатах? Конечно, они бы хотели Трампа, конечно, но они не понимают только того, что Трамп-то уже будет работать на вечность. На историю. Да? Он уже не будет тот Трамп, который был в прежние 4 года. Вот в те 4 года. Он будет уже совершенно другим. Он будет заботиться о том, если станет президентом, конечно, да? Он будет заботиться о том, каким он войдет президентом в историю. Вот об этом он будет, а не о том, чтобы там как-то лавировать, понравиться Путину или там... А ты думаешь, твой прогноз, что Трамп будет более антироссийским на втором сроке? А я не могу такой прогноз давать, потому что я правда не знаю, кто будет президентом США. Да, я не знаю. Просто если Трамп, то что вот твое мнение? Пока еще Илья не подсоединился к нам. Но мы спросим у него тоже. Мое мнение, если Трамп, то он будет не таким податливым в отношении Путина и в отношении Москвы. Я думаю, что он будет жестче. А если Байден? Если будет Байден, то будет, возможно, еще жестче. Даже, скорее всего, будет жестче, потому что Байден и так взял очень крутую антироссийскую риторику, и ему нужно будет как-то этой риторике соответствовать. И, конечно же, антироссийская политика будет достаточно жесткая. Вот я слежу за твоим каналом, и в том числе в Facebook, за публикациями, что ты репостишь. Вот вчера ты написал, США ввели новые санкции против Северного потока-2. Это тоже к теме, да, взаимоотношений США, Европы и России. Ты думаешь, что действительно ты написал, что трубу можно смело сворачивать и гнать поток прямо в бункер Путина? Ты уверен, что это все, что... Я фактически, понимаешь, я ведь в том числе со многими экспертами общаюсь. Вот, например, с Михаилом Крутихиным. Я, в общем-то, с ним согласен по поводу того, что еще в прошлом году, когда США стали
это, как говорится, топить против этого Северного потока-2, уже тогда этот проект можно было сворачивать. Там, ну, России, понятно, что Путин там вгрохал огромное какое-то количество денег в этот проект, огромное. Ему очень жалко с ними расставаться и жалко признавать, что эти деньги потеряны навсегда. Но это не только деньги, Саш, это еще и политика, это политическое влияние огромное, да? Естественно. И ему очень досадно с этим соглашаться, он не хочет. Он хочет выцарапать до конца, биться за реализацию этого проекта. Но, по всей вероятности, это уже все, это действительно уже никакого Северного потока-2 не будет. Кстати, я говорил об этом. Со мной спорили с пеной у рта. Да что ты, это твои хотелки, на самом деле все построено. Шрёдер, у них есть Шрёдер, он продавит, он всех задушит, он пробьет эту трубу, у них есть Шрёдер. Этот волшебный, удивительный человек. Видите, Шрёдер тоже, помогиня не помогла, так скажем. На этот раз. Но вообще в последнее время действительно каких-то удач во внешней политике или каких-то я не вижу со стороны русского рейха и фюрера. Что ты можешь назвать? Вот чем он хвастается перед своими подданными? Им же нужно постоянно рассказывать про победы России. Я выписал сегодня. Я как знал, что ты мне этот вопрос. У них же сегодня этот Валдайский дискуссионный клуб у этих мартышек сегодня. Это встреча Путина с гейшами в пиджаках. Ну да. Такой вот я сейчас прочитаю. Путин не увидел необходимости возвращать весенние ковид-ограничения. Это вот для внутреннего пользования. Называется «Будете работать, будете пахать, денег не увидите». Это в Швейцарии сейчас запустили голосование. 100 тысяч наберете, 7 тысяч евро вертолетных денег выплатим. Тут у нас не Швейцария. Дальше. Путин: у мира нет будущего без договоров типа СНВ. То есть вот это советский раздел мира, две ядерных державы, да, вот это сесть. Саша, одну секундочку. У нас просто звонки всегда вне очереди, потому что это вопрос к тебе. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, задавайте... Уже нет? Звонка уже нет, зато ты остановись, на чем ты остановился, потом вернемся. Сейчас у нас из Соединенных Штатов присоединяется «Третьим будешь», в программе «Третьим будешь» Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы, прости господи, Российской Федерации, вот, а ныне гражданин Украины, да еще человек, находящийся в Соединенных Штатах, в городе Вашингтоне. Привет, Илья. Привет, я и есть этот звонок. Преданный телезритель звонит постоянно из программы. Я понял. Но ты все-таки дозвонился, я тебя поздравляю. Конечно. Вот. Помнишь, в свое время Примаков дозванивался в эфир к Киселеву, говорит, что у него сустав не болит. Вот так же я дозвонился, чтобы проговорить про Путина и международные выборы. Вот мы с Сашей начали этот разговор, он свою там версию сказал, но действительно выборы, вот правильную ты формулировку употребил, выборы не США, но сегодня происходят в США, но эффект от них будет международный. Я хотел бы, и Саша, если присоединиться, тоже вопрос какие-то может тоже задавать, мы все в одной как бы виртуальной студии. Илья, в чем это их значение для мира, этих выборов, конкретно вот этих, да, Трамп-Байден, и кто, на твой взгляд, на данный момент имеет большие шансы, но, правда, еще дебаты будут в 4 утра сегодня по киевскому времени, но на данный момент, тебе слово. Ну, значение выборов, конечно, очень большое, потому что Америка — это, безусловно, лидер современного мира, хотя ее догоняет Китай, но тем интереснее, что называется, но все равно это самая мощная экономика, это самая мощная армия, это страна с наибольшим глобальным присутствием. И поэтому то, что происходит в Америке, оно влияет на всех, и Трамп и Байден как раз это два совершенно разных подхода к, прежде всего, международной политике. Трамп изоляционист, Трамп человек, который выступает за безусловную гегемонию американских, причем прежде всего экономических, а не политических интересов, все старается перевести на деньги. Мы знаем, как он подходит к вопросу о НАТО, то есть мы знаем, как он подходит к вопросу о международных договорах, которые до этого там многие годы создавались. У Байдена позиция принципиально противоположная. Да? Он, я не скажу, что он интервенционалист, да, то есть, но в любом случае это человек, который очень много в своей жизни занимался именно международной политикой, он ее понимает, он ее знает, он любит.
этим заниматься и дальше. И поэтому, конечно, поведение Америки при Трампе и поведение Америки при Байдене будет совершенно разным. Ну и про шансы. Вторая часть вопроса. На данный момент, как они выглядят, на твой взгляд? Ну, ты знаешь, что на данный момент шансы, я бы сказал, это как вероятность встретить на улице динозавра 50/50. Это у блондинки, когда задают Да, вопрос. да. Но ты же не Ну вот, блондинка, да. Ну, на самом деле, поскольку я в данном вопросе честный эксперт, вот я говорю честно, что шансы 50/50, потому что я считаю, что у Трампа существенно более предпочтительны шансы победить по итогам голосования 3 ноября. Я так говорю, потому что в этот заход очень большое количество голосов будет отдано по почте и будет считаться, соответственно, на протяжении какого-то времени. И, как правило, эти люди, которые голосуют по почте, это сторонники демократов. Там на 2/3 или даже на 3/4 это будут сторонники демократов. А, соответственно, у Трампа есть определенная фора, которая не видна на социологических опросах. А потому что, чтобы Трампу победить, ему надо взять конкретных 6 штатов для победы. Вот сейчас они там вырисовались окончательно. В каждом из этих штатов разброс 1-2%, максимальный разброс Пенсильвании 4%, то вот, скорее всего, вот этой добавки почтовой для Трампа может оказаться достаточным, чтобы он утром 4 ноября объявил о своей победе, а дальше начнется война нервов, судов, силовая и какая угодно другая, у кого будут крепче нервы, у демократов или у республиканцев. Ну вот Саша Сотник сказал, что даже если Трамп победит, ну то есть если Трамп победит, то все равно ему придется становиться более антироссийским, чем на своем первом сроке. И также мы затронули тему Северного потока-2, дополнительных санкций, которые, вот, по мнению Александра Сотника, хоронят этот проект для Путина. Как ты это прокомментируешь? Есть ли у тебя свое видение? Ну, в всех вопросах, которые касаются России и даже в значительной части Украины, исполнительная ветвь американской власти на данный момент практически не играет никакой роли, потому что Конгресс обложил Трампа самыми разнообразными ограничениями, законодательными актами и так далее. Поэтому на самом деле, что там думает себе президент Соединенных Штатов на тему там, Путина и всего остального, вот на данный момент в Америке не имеет вообще никакого значения. Ну, имеет, но очень маленькое. По итогам этих выборов, которые вот пройдут в ноябре, то, что мы можем сказать с вероятностью 100%, что Сенат, который сейчас контролируют республиканцы, там Конгресс контролируют демократы и Сенат республиканцы, Сенат тоже будут контролировать демократы. Это уже можно сказать точно. Там вопрос только с каким счетом. Соответственно, останется Трамп или не останется, с точки зрения каких-то деталей политики по отношению к нашим странам, этого большого значения не имеет. А вот если будет период нестабильности, когда американцы будут заняты своими внутренними проблемами, вот это вот является очень опасной историей, потому что я думаю, что Путин постарается использовать это время и для того, чтобы то, что они затеяли с Лукашенко, там, конституционную реформу в Беларуси довести до конца, и по украинскому направлению он может совершить какие-то шаги, думаю, не военные, но скорее более внутриполитические, потому что мы видим, какая неустойчивая ситуация у нас во внутренней политике. Саша Сотник спрашивает тебя, есть ли у тебя вопросы, ремарки по поводу того, что сказал Илья? Ну вот у меня только один вопрос. Как себя сейчас чувствуют Соединенные Штаты Америки в период второй волны пандемии? Потому что это такое очень важное глобальное событие. Первая волна прошла. Как сейчас, к чему готовится Америка? Привет, Саш. Хороший вопрос. На самом деле про это очень много говорят, прежде всего, опять-таки, сторонники демократов, потому что Америка очень четко разделена по отношению к вирусу и по политическим критериям. То есть вот либералы по побережьям и северных штатов, они вируса боятся и поэтому вот сидят дома и собираются голосовать по почте и критикуют Трампа за недостаточную реакцию, а сторонники республиканцев, центр страны, юг, наоборот, скорее там критикуют правительство за то, что они не дают им спокойно работать, не открывают школы и так далее.
далее. В целом, на самом деле, нету этой второй волны здесь, как она есть в Европе, в Украине, в России. Эта кривая, во всяком случае, гораздо более плавная. То есть, в принципе, уровень заболеваний в Америке достаточно высокий, но большая страна с большими городами. Но вот такого резкого пика роста мы не наблюдаем, и я думаю, что и наблюдать не будем. Определенно есть повышение, но оно не очень большое. Я хочу еще один последний вопрос задать, потому что мы эту тему будем с Сашей дальше обсуждать. Если коротко, Илья, твой прогноз по Беларуси? Ну, я думаю, что вот начиная с начала ноября будут активно двигать конституционную реформу. Ведь не случайно там Лукашенко встречался с оппозиционерами в СИЗО. Он стремится сейчас как можно большее количество склонить на свою сторону, чтобы они приняли участие в этом процессе. Я думаю, что он Путину пообещал, что проведет конституционную реформу и проведет новые выборы. На этих новых выборах, я думаю, что Путину было обещано, что будет какой-то кандидат, которого Лукашенко с Путиным отберут в качестве такого управляемого преемника. Лукашенко, думает пойти на них все равно сам и выиграть, и кинуть таким образом Путина. Но в любом случае вопрос конституционной реформы является центральным, и думаю, что ровно за пересменку в Америке они хотят все это дело протащить. А реформа в чем? В том, что там более, фактически в одно государство сливаются Беларусь и Россия? Нет, конституционная реформа внутри Беларуси, это, Но я читал там формулировку, что там какой-то славянский, что-то такое, типа как Украина направление в НАТО, да, написано и в ЕС, в Конституции, да, а там наоборот, типа вот мы часть русского мира, там с вот этого, вот что-то такое там хотят написать, как я читал. Я не знаю, поскольку нету сейчас никакого текста, то это вещь такая на данный момент спекулятивная, да, то есть вот, может быть будет, может не будет, но мы понимаем, что все равно в Беларуси там 85-90% населения поддерживает именно такой вектор развития, это не Украина в этом смысле. Но понятно, что Лукашенко как раз задача отстоять свою самостоятельность, но в то же самое время умиротворить с одной стороны Путина, с другой стороны протестующих. Получится у него? Думаю, что вряд ли. Думаю, что он обречен. Но если он выдвинет своим преемником, например, Виктора Бабарика, что вполне не исключено, да, то это вполне может быть для него выходом из ситуации. Спасибо Илье Пономареву, который из Вашингтонщины включился к нам в эфир и много интересного наговорил. Мы продолжаем. До свидания, Илья. Спасибо. Продолжаем разговор с Сашей Сотником, русским видеоблогером, автором и директором новостного YouTube-канала «Сотник ТВ», который находится в городе Братиславе, в эмиграции, короче говоря. Вот дочитай, чем там хвастается Путин еще, ты остановился, а потом я предложу Беларусь обсудить. Путин не просто хвастался, он, я не знаю, он свое какое-то представление о миропорядке сегодня предъявлял. Например, по поводу санкций, вот как раз по поводу санкций, он сказал следующее. Бог с ними, мы справимся с этим. Например, он так сказал. И еще он сказал, что Германия и Китай движутся в сторону супердержав. Германия и Китай. Это меня особенно умилило, потому что, оказывается, Китай еще не является супердержавой, он просто движется. Супердержава, конечно, по мнению Путина, наверное, это Россия. Это вот с 2% мирового ВВП. Вот это супердержава. О чем тут говорить? Слушай, Саш, там понтов на 98%. Вот. Понимаешь, в чем дело? Понты, бог бы с ними. Ладно, понты. Дело в том, что они же невменяемы. Это же психически больной человек, Владимир Владимирович Путин. Он сидит там в своем этом, пока еще не в саркофаге, фараон вот сидит и рассказывает о своих мультфильмах. О своих мультфильмах, в которых он снимается. О том, что он самый великий, и что Земля крутится вокруг него. И он в это абсолютно искренне верит, потому что все вокруг ему об этом рассказывают. Но, Саш, что-то сегодня, да, Валдайский клуб, если кто-то из украинцев не знает, это такое ежегодное собрание политических гейш со всего мира.
которые приезжают, значит, вот к фараону, как выразился. Ну, действительно, система власти похожа. Фюрер, фараон — это, по сути дела, ну, луналикий, там, небожители, все такое прочее. Но что-то как-то обычно он там действительно что-то задвигает такое, но я каких-то ярких вещей, это какие-то вялые пережевывания старой имперской риторики, нет? Но новых идей-то нету. Конечно, приходится рассказывать о том, что почему мы не процветаем. Ну, потому что фашисты нас очень сильно в свое время постреляли. А потом 90-е годы ужасные, лихие. И все, вот поэтому, понимаете? Вот и все. А танцор хороший. Я понял, Саш. Беларусь. Хотел обсудить с тобой ситуацию, а потом опять вернемся в рейх русский. Просто затронули уже в разговоре эту тему. Все-таки я считаю, что Лукашенко не устоит, но, не знаю, я свое мнение сейчас говорить не буду, это все-таки ты гость мой. Я хочу посмотреть вместе с тобой ролик сегодняшний, который я увидел, выкладывают белорусы во всех своих там, ну, во многих ведущих аккаунтах. Этот ролик вот про мечту, белорусскую мечту вот людей, которые выходят на улицы своих городов. И вот 26 числа, это же будет как раз акция, страйк, забастовка, там демонстрации, народный ультиматум Лукашенко: уходи, или мы остановим там всю промышленность, как заявила Тихановская и так далее. Вот. Они сейчас этот ролик распространяют. Давай вместе посмотрим, а потом ты свое мнение выскажешь по впечатлению. В новом году по вечерам я хочу пить чай со своим соседом, милиционером. Чай с малиновым вареньем. С учительницей русского языка обсуждать на кухне кавку. Иногда грефнику. Соседом чиновником пилить дрова для бани. С соседом депутатом заседать на прослушивание симфонии Бетховена. Оды к радости. С прокурором выносить мусор на дворовом субботнике. Вместе с соседкой, судьей сажать цветы около подъезда. С адвокатом думать о крыше или собачьей будке. С триатлонистом хочу вместе бегать марафоны по выходным. Вместе с соседом из ПКХ красить яйца на Пасху. И только. С соседом человеком хочу здороваться за руку и желать ему хорошего дня. Сейчас это звучит как фантастика, но я верю, что скоро так и будет. Вот такие настроения царят, по крайней мере, в телеграм-каналах, которые являются отражением и двигателем белорусских протестов. Что скажешь, Александр Сотник? Я хочу сказать, что я, конечно, понимаю всех этих людей. Я понимаю прекрасно, что они столкнулись с фашизмом в 21 веке. Потому что то, как ведет себя Лукашенко и его приспешники, его силовичье, это фашизм в чистом виде. Я понимаю, что очень не хочется жестко с ними сталкиваться. Потому что человек изначально, он хочет жить спокойно, жить мирно, чтобы ему никто не угрожал, чтобы в его жилище никто не вламывался, чтобы по нему никто не стрелял, чтобы его дети чувствовали себя в мире, жили в мире, и чтобы у них было мирное будущее, именно мирное будущее. Поэтому подоплеку этого ролика я прекрасно понимаю. Я хочу сказать, что до тех пор, пока будет в фашистской стране перевешивать слово протест, то до тех пор, пока люди не вспомнят слово «восстание», говорить о победе как минимум преждевременно. Белоруссию сейчас превратили именно в фашистское гетто. И в этом гетто нужно поднимать восстание, если вы хотите победить. Уж какими средствами вы будете восставать, да? Это ваше полное право, потому что это ваша страна, и вам в ней жить, и вашим детям в ней жить. Каким образом, насколько жестоко вы будете
расправляться с этими фашистами, это ваше решение и ваше право принимать такое решение. Даже самое жесткое. Я видел, что они с вами делали. И я пойму, даже если вы будете самым жестким образом мочить этих фашистов. Поэтому я, к большому сожалению, не верю в победу протеста в таких условиях. Но я верю в возможную победу восставших, если белорусы это решат. Да, ну вот, я думаю, что уже гибридное подавление началось. Конечно, посмотрим на страйк 26 числа. Но там уже свозят тетушню, вот эту, знаешь, они называют это лутинги или лукинги. Это, ну, бюджетников свозят, чтобы было что противопоставить протестному шествию и так далее. Будут, конечно, все делать, чтобы забастовки не было. Ну и опять сегодня поэта белорусского арестовали. И вообще арестованных очень много. И, кстати, ни один из них, по-моему, не отпущен. Отпущено 2, которые там, ну, видимо, их там запугали, замучили, и они слились, да. Но просто почему я у тебя именно это спрашиваю? Ты же не эксперт какой-то по Беларуси, как и я. Но просто ты же свидетель того, как протестов, если ты снимал их, протестов 2011 года в Москве. Вот что-то похожее. Вот, да, Купай-Абай, вот эти мирные шествия с цветочками. Они закончились, в общем, для кого на том свете, для кого в тюрьме, для кого в эмиграции, а для кого как бы уже в любимом рейхе, из которого уже выхода нет. Но они научились этой технологии. Они действительно, я помню, 5 декабря 2011 года, когда Кремль просто был в нокдауне. Когда вышли на чистые пруды, люди вышли на чистые пруды после этих сфальсифицированных выборов, и власть они просто рухнули на этом ринге. Но они достаточно быстро поднялись, и начались эти хождения, начались белые ленточки, начались шарики. Началась Ксения Собчак, которая сразу же, мгновенно оседлала вместе с Ильей Яшиным Купай-Абай. Она везде, она там была. Я помню это выступление господина Кудрина, который прямо чуть ли не плакал там на Сахарова, потому что если вы не прекратите, если вы это кровь, это все, это что будет, это хаос, То есть они еще тогда, в феврале месяце, у них был мандраж. А потом начался вискарь. Но переговоры с властями о переговоры с властями, да. Начался вискарь, начался вот это все. А давайте Кудрину дадим слово, а давайте Ксюше Собчак дадим слово. И в марте месяце уже пришло не 180 тысяч, а 30 на Арбат. А сейчас вот сколько ходят? Вы же снимаете протесты, Саша. Вот какая массовость? Чтобы украинцы понимали, да? Насколько сильно в России протестное движение? Вот про Хабаровский отдельно у тебя спрошу. Это тоже такая сага про Хабаровск, она тоже гуляет в украинском общественном мнении. Но вот если не брать Хабаровск, какая численность протестов в столицах? Все-таки это имеет значение, наверное. Но сейчас-то нет уже практически никаких. Какие протесты? Сейчас, дай бог, если есть какие-то одиночные пикетики. И то сейчас в одиночный пикет вышел, тебя сразу же захомутали, сразу же под белые ручки и отвели в автозак. Почему? А ковид потому что нельзя. У нас тут чума бубонная. Скажи, пожалуйста, а когда последний массовый протест? Ты можешь вспомнить, вот так навскидку был последний? Последний массовый протест, наверное, вот в августе прошлого года, когда там бузили по поводу выборов муниципальные эти собрания для того, чтобы пустили хотя бы к маленькой кормушечке вот эту оппозицию. Чтобы муниципальные депутаты там... Но это несерьезно. Эти институции ничего не решали и в демократические времена, в более демократические, даже при Ельцине, там, при раннем. И тоже мало чего решали, а сейчас вообще это просто декорация. Вот хотел, знаешь, про что спросить? Про Хабаровск, да. Вот в Украине модно такое высказывание «зеленый клин», это имеется в виду, видимо, флаг Хабаровского края, там зеленый клин — это такая аллегория на украинцев, на этнических украинцев, которые осваивались Сибирь, там, Забайкалье, Дальний Восток. Это правда, я там был, и там много действительно потомков украинцев этнических с фамилиями, которые не оставляют сомнений в том, что это действительно украинцы во многом осваивали вот при Советском Союзе, даже раньше,
своим трудом, там, упорством эти просторы, да, совершенно огромные. Что в Хабаровске? Сколько лет уже, нет, сколько месяцев длится этот протест и до чего он в итоге дошел? Потому что за ним наблюдали, потом бросили. Вот. А что сейчас? Что сейчас? Ну, там больше 3 месяцев, это длится уже больше 100 дней. Ну, конечно же, народ утекает, уже все меньше и меньше и меньше и меньше. На то и расчет. На то и расчет. Называется, вам все равно это надоест, вы все равно как-то рассосетесь. Короче, сейчас уже гораздо меньше людей выходит, естественно. Ну и похолодало, оно тоже понятно. Последний всплеск был, по-моему, пару недель назад, после того, как местные протестующие решили установить палатки у здания местной администрации. Но это невозможно, это нельзя. Это... Тогда тотчас, да, совершенно верно, ты прав. Тотчас тогда силовичье выскочило прямо из здания администрации и достаточно жестко прямо, как на скотном дворе, пресекло, надавало, значит, этим протестующим кроликам по ушам, как следует, чтобы здесь не смели. Чтобы не смели. Ну-ка сидите в своем крольчатнике. Вы с чем-то не согласны? Вот тихонечко усами шевелите и все. А вот это что вы тут задумали? Никаких палаток здесь не будет. После этого вечером какое-то количество хабаровчан вышли к этому зданию администрации. Мы не уйдем, мы не уйдем. Ну, как я только услышал это скандирование, прости меня, Господи, мы здесь власть, я сразу понял, что все. Потому что для меня это скандирование, оно маркер. Понимаете? Это маркер. Если люди так скандируют, мы здесь власть, значит, они никакая не власть. Значит, на самом деле они еще не решили для себя стать властью. Вот если бы они задали для себя вопрос, а кто ты есть и власть ли ты, вот тогда, возможно, мы бы наблюдали некий интеллектуальный процесс. И процесс становления настоящего там, ну не знаю, там, народного движения. Понятно, тут... Саш, понятно. Да, ну понятно твоя аллегория с Россией тогда, вот когда, ну, митинги были, когда тоже Навальный водил. Про Навального что-то мне не очень хочется, но, может, успеем вернуться позже. Я хотел бы спросить про более актуальную для мира тему. Как ты ее видишь, наблюдая, говорю, препарируя русский рейх и что там происходит? Ну вот война Азербайджана и Армении, война в Нагорном Карабахе. На чьей стороне? Потому что Путин публично не говорил. Но по твоим наблюдениям, вот на чьей стороне Кремль, о чем говорят их пропагандисты, и чего можно ожидать от Путина, какого вмешательства или не вмешательства может быть в эту войну? Но Кремль, конечно же, опосредованно на стороне Армении. Я могу объяснить. Дело в том, что постоянно идут контакты с Николом Пашиняном, постоянно идут контакты с Министерством обороны Армении. Министр обороны Армении не так давно ездил в Москву. Они постоянно там созваниваются, они держат руку на пульсе, они, более того, идет разогрев со стороны армянских диаспор, которые очень сильны и, чего ж там греха таить, богаты. Армянские диаспоры очень сильные в Нью-Йорке, Париже. Я про Россию, Германии. Да. Нет, просто дело в том, что разогревая тему через них, идет давление на общественное мнение и на политиков там, на Западе. Но вот все-таки это понятно. Но я про Путина это все скоординировано. Я не столько про Армению хочу спросить, сколько про Путина, да, и не про диаспоры. Понятно, что они выступают и так далее, солидаризуются. Ясно, что они не будут на стороне Азербайджана там в этой войне. А тем более, когда ты находишься далеко, ты, наверное, становишься, может быть, еще более так патриотичен. Вот. Ну и неважно. Короче, не про это, а про то, вот какой твой прогноз? Все-таки мне слабо верится, что Путин так оставит эту войну. Да? Вот Азербайджан увеличивает территорию, которую он возвращает в свою юрисдикцию. Это в основном районы, которые были так называемой зоной безопасности, ну, где просто фактически не было населения, оттуда азербайджанцы были выгнаны. И так, ну, де-факто это все вот контролируемая территория, ну, армянской армии, грубо говоря, да, хотя там она по-разному называется. Вот. Но если дальше продвижение пойдет, судя по военным отчетам, тяжело противостоять хорошо вооруженной азербайджанской армии, да?
Неужели Путин это все так оставит, скажет, ну, разбирайтесь сами, это ваше дело, ваша там, территория и так далее? Но дело в том, что сейчас вот этот конфликт, вмешиваться напрямую в этот конфликт он не может. Потому что он сразу же нарвется на ятаган господина Эрдогана. Ты думаешь, что... А может быть, переговоры какие-то? Вот Путин, Эрдоган, как миротворцы, например. Один вроде как чуть с одной стороны, другой там чуть с другой. Или не будет этого, ты считаешь? К большому сожалению, ни Азербайджан, ни Армения сейчас не готовы садиться за стол переговоров вообще ни в каком формате. Они что с одной стороны, что с другой стороны, они говорят, что переговорный процесс просто невозможен. Но вот видимо, идет война на истощение. Хорошо. Нет, ну, стратегия понятна. Собственно, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, не скрывает. Да, это полный контроль над территорией юридически вызнанных границ там, Азербайджана. Да? Но вот способен ли Путин, грубо говоря, сказать, да ладно, ну, получилось у тебя там заблокировать Карабах, получилось там уже с позиции, как бы, ну, если он победить до военного преимущества, и, значит, как-то вести с позиции силы разговор с Арменией, да, и так далее. Или же все-таки Путин... Ты знаешь, у меня даже такие сценарии, это не мой сценарий, как бы, но мне один неглупый человек сказал, что, в принципе, так как когда-то там даже Псковская дивизия десантная воевала, просто все забыли уже, когда, что, в принципе, Россия такая страна, которая способна, например, взять какую-то деревню, населенную этническими армянами в Карабахе, да, устроить там в азербайджанской форме, например, резню, да, мирного населения, а потом русский рейх во главе с крестоносцем, с богоподобным, значит, христианским царем будет спасать там уже христианский мир, как бы, как часто же говорит это святость, скрепы и так далее. Как тебе, ты, возможно, такого сценария? Или все-таки он не решится, будет тихо сидеть и ждать, чем закончится? Я не могу исключать вообще ничего, даже вот такого, да? Такой дикой спецоперации, потому что это спецоперация. Ну, слушай, НКВД такое делало в западных областях Украины, когда боролась с УПА. Ну, это практика-то у них отработана, и все методики. Да, это практика отработана. Я здесь совершенно согласен. Понимаешь, вот на том фоне, на котором мы сейчас рассматриваем этот конфликт, вот этот общий фон, если посмотреть, да, в каком состоянии сейчас находится российская казна, в каком состоянии сейчас находится российская армия. Ну, вчера буквально прошло, или там позавчера уже, позавчера прошла новость, что 100 тысяч мест будет сокращено, 100 тысяч человек будет сокращено в российской армии. Ну, просто 100 тысяч человек под нож. Денег нет. Впереди маячит какой-то, я не знаю, дикая инфляция, девальвация. Денег нет. Чем оплачивать эту войну? Поэтому вот на этом фоне, да плюс еще и пандемия, на этом фоне, мне кажется, военное вмешательство, прямо серьезное, конкретное вмешательство с перспективой столкновения с Турцией, мне кажется, сейчас это не то, на что готов пойти. Если бы это был несколько иной фон, если бы не было такой бюджетной дыры, если бы не было таких, я не говорю, там санкций-то особых нет, там санкции такие секторальные. Если бы не было пандемии, если бы не было вот этой бюджетной дыры, если бы не было всеобщей апатии, то, может быть, он бы и суд. А так, мне кажется, пока нет. Знаешь, такая новость, конечно, феерическая, но ты слышал, есть такой один из адептов русского мира, протоиерей Дмитрий Смирнов, да? Его был, он как бы, не буду говорить куда там, я не считаю его верующим человеком, как бы по-настоящему, но это другой разговор. Вот два заголовка из русской прессы. Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса. Это вот 3 мая 2020 года. И заголовок двухдневной давности: скончался заболевший коронавирусом протоиерей Дмитрий Смирнов. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Может, ты скажешь, зная атмосферу. Я скажу, что протоиерей Смирнов отчасти оказался прав. В смысле? Ну, не без пользы. Не без пользы. Но нет протоиерея Смирнова. Так что коронавирус не без пользы все-таки.
Понимаешь, в чем дело? Коронавирус — это такая штука, с ним не договоришься. Ему не дашь взятку, ему не угрозишь обыском, сроком в 10 лет. Его даже на мосту не пристрелишь. Он, сволочь такая, как-то ходит, бродит. И даже вот протоиерей Смирнов. Ну, можно сказать, как говорится, бог с ним или черт с ним, я так уже просто проиллюстрировал степень, так сказать, вот, ну, неадекватности людей, адептов русского мира, особенно фигуры идолищ тамошних, да, у нас 3 минуты. Но это же сектанты, Айдар, это же сектанты. Ну, и это я бы, на самом деле, сектанты больше уважения вызывают, хотя бы своей последовательностью какой-то. А мне кажется, эти даже не их фанатичной веры, это даже, мне кажется, не верят. Ну, ладно, это, то есть верят во что-то другое. Вот. Мне скорбеть не хочется в связи с этим. Упаси Бог, и храни черт от таких скорбей. Я просто, вот уже 3 минуты остается, конечно, я не могу не спросить о том, что-то слышали про отравление Навального, было много новостей, потом Навальный пожаловался на Трампа, что он промолчал по поводу его отравления. Вот, ну, да, а потом все вообще заглохло. Что ждет Алексея Навального в внутрироссийской политической жизни? Рост, падение, жизнь, смерть? Вот, ну, кто он вообще? Ну, а здесь одно из 2 минуты, поставят, 2 минуты. Одно из двух: либо поставят на него, сделают на него ставку большие дяди, либо не сделают ставку. Либо Путин опять всех переиграет, всех столкнет лбами, и Алексею Навальному придется остаться за границей. Вот здесь одно из двух. Если на него сделают серьезную ставку, то мы где-то, я так полагаю, в январе, в 20-х числах января, после так называемых рождественских каникул, увидим триумфальное возвращение Алексея Анатольевича Навального, ну, не на Финляндский вокзал, но куда-нибудь в Шереметьево, где его триумфально встретят и, в общем, внесут, можно сказать. В общем, он превращается в такую годзиллообразную фигуру, как там некоторые считают, которая способна раздавить этот бункер. Если на него сделают ставку, еще раз повторяю, то значит, видимо, у нас скоро будет в России новый портрет. Если не сделают ставку, то будет еще один политический эмигрант. То есть, ты, переводя тебя, так сказать, на язык общепринятый, то есть вполне ты допускаешь, что есть некое желание сменить Путина на Навального у этих вот нынешних правящих элит? Ну, у части элит, я думаю, есть, потому что они видят в Леше такого перезагрузчика с Западом. Вот и все. Но только в этом плане. Ну, конечно же, они уверены, что Алексея Анатольевича можно будет потом неплохо контролировать. То есть, что это будет контролируемая фигура, и она не выйдет из-под контроля. Ну, поживем, увидим. Ну и коротко, совсем односложно. Путин его отравил, как говорит сам Навальный, или нет? Я думаю, нет. Я думаю, что это игра элит. Спасибо Саше Сотнику, что был с нами сегодня в прямом эфире. Тут мне немножко, может, заметили вы, нет, мешало вести эфир муха. Вот никогда в жизни не было, но заговорили про всякое дерьмо. Вот, и муха сразу прилетела. У меня такое тоже было один раз. Это ужасно. Да. В общем, не питайтесь русским духом, не любуйтесь русским миром, смотрите нормальные каналы, в том числе Сотник ТВ и АТР. Всего вам доброго, до новых встреч. Смотрите АТР каждый день, и мои эфиры с понедельника по пятницу в 20:00 по Киеву.